Вы смотрите «Вести Тимана Сосногорск». В студии Влада Гришаева. Здравствуйте. Вопрос безопасности пешеходных переходов – одна из тех тем, которые волнуют как водителей, так и пешеходов. Сосногорск не исключение. До недавнего времени в городе существовало достаточное количество переходов, которые, мягко говоря, соответствовали не всем требованиям. В частности, по уровню освещенности. В темное время суток водителю составляло большого труда разглядеть пешехода на дороге, особенно если на его одежде отсутствовали светоотражающие элементы. На сегодняшний день ситуация кардинально изменилась. Как узнала наша съемочная группа. Оборудование пешеходных переходов дополнительным освещением началось 3 года назад. На основании многочисленных обращений жителей к депутатам и по итогам работы комиссии по безопасности дорожного движения было принято решение об улучшении ситуации на дорогах. Проделана большая работа. Оснащено дополнительным освещением с 2017 года 17 пешеходных переходов. Только в этом году, в 2019, установлено оборудовано дополнительным освещением 5 пешеходных переходов. Мы постарались покрыть самые сложные пешеходные переходы, где недостаточная видимость, где происходила концентрация дорожно-транспортных происшествий. На эти цели, пояснили в управлении ЖКХ, направлены средства в размере 1 миллиона 100 тысяч рублей. Началу масштабного проекта предшествовала большая подготовительная работа, в которой приняли участие и жители города, и надзорные органы. На комиссиях по безопасности дорожного движения часто поднимался вопрос по освещению пешеходных переходов. Ко мне как депутату обращались жители, которые проживают на улице Оплесина, о том, что ученики, которые там учатся в кадетской школе, в темное время суток ходят и не чувствуют себя безопасно на этих участках. Я знаю, что много еще занимается детей, спортсменов в кадетской школе. И одно из решений, которое приняла администрация, это осветить эти участки, самые небезопасные. Необходимо действительно было подсветить данные участки дорог, так как в темное время суток требуется дополнительное освещение. Неоднократно обращались уже и жители города. Действительно, мы собирали такие наиболее уязвимые места и старались прислушаться к горожанам. Старший государственный инспектор дорожного надзора ГИБДД Сергей Рыбин отметил, что при определении перекрестков, где устанавливалось дополнительное освещение, удалось учесть сразу несколько факторов. Расстановка освещения производилась таким образом, что учитывалась интенсивность движения пешеходов, подходы к школам, пешеходные переходы, чтобы были освещены, по которым у нас очень много детей двигается, не всегда с родителями, поэтому как-то старались обезопасить наиболее-менее защищенных участников дорожного движения. Красноречивее всего о результатах проделанной работы говорят цифры. Количество ДТП в Сосногорске с участием пешеходов значительно уменьшилось. Если в 2017 году было зарегистрировано 21 ДТП с участием пешеходов, то за 9 месяцев текущего года всего 9. Большинство участников дорожного движения также положительно оценивают дополнительную подсветку, отметив, что на дорогах стало безопаснее. Достаточно сказать, что дополнительное освещение зон пешеходных переходов, оборудованы все пешеходные переходы возле школ, и кадетская, и наш техникум, и 1-я, и 2-я, и 4-я школа. Это же, конечно же, нужно для наших деток, которые тоже являются участниками дорожного движения. В управлении ЖКХ пояснили, что на сегодняшний день те объемы, которые были запланированы, выполнены. Теперь настало время приступить к другим, не менее важным мероприятиям, в том числе и по обеспечению безопасности дорожного движения и состоянию улично-дорожной сети. Елена Двожак, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Творческие подарки, теплые поздравления, благодарственные письма и почетные грамоты. Так вчера отметили День учителя в Сосногорске. Торжественная церемония чествования педагогов всего района состоялась в Доме культуры «Горизонт». Труд педагогов по праву считают благородным и творческим. Это профессиональный праздник всех работников сферы образования. День, в который отмечаются роль и заслуги учителей в процессе качественного образования на всех уровнях, а также их неоценимый вклад в развитие общества. Дорогие учителя, пусть тепло души, которое вы щедро отдаете детям, возвращается к вам здоровьем, счастьем и энергией. Счастье, здоровье, любви и благополучия вам и вашим близким. С праздником вас!
поздравительном слове глава района также отметил, что педагоги города и района всегда воспитывали и продолжают воспитывать достойную молодежь. И наградил почетных работников образовательной сферы благодарственными письмами. Учитель должен по-честному любить детей. Мы можем воспитывать, можем требовать, но дети, их не обманешь, они очень хорошо чувствуют, любит вообще человек свою профессию, любит ли он детей или нет. Поэтому это, наверное, самое главное. 2019 год в Республике Коми объявлен годом наставничества. Ежегодно в день профессионального праздника в нашем районе подводятся итоги конкурса «Призвание». В его рамках коллективы каждой образовательной организации выявляют лучшего наставника. Одной из таких стала Зинаида Ракевич, воспитатель Сосногорского детского сада номер 9. Своей профессии она посвятила 40 лет. Как считает сама женщина, нужно любить то, чем ты занимаешься. Я с детства была влюблена в свою учительницу, тоже Зинаиду Алексеевну. И как-то вот так сложилось, что мне полюбилась профессия педагога. И благодаря ей, беседами с ней, как-то вот так укрепилось мое мнение, что я должна пойти работать с детьми. Праздничное чествование педагогов района чередовалось с концертными номерами. Творческие коллективы радовали виновников торжества трогательными стихами, танцами и песнями. День учителя – праздник, близкий каждому. Педагоги просвещают, воспитывают и формируют целые поколения, создают наше будущее. Это не просто профессия, а настоящее призвание. И замечательно, что есть день, когда люди могут отдать дань уважения своим наставникам и еще раз поблагодарить за приложенные усилия. Влада Гришаева, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. А теперь о спорте. В Сосногорске состоялось первенство Республики Коми по хоккею среди юношей 2004 года рождения. В соревнованиях приняли участие 7 команд из Сосногорска, Печоры, Ухты, Воркуты, Усинска и Сыктывкара. Стоит отметить, что наш город на первенстве представляли 2 команды. Результатом 5 игровых дней стала победа Сосногорской Пармы. На втором месте Воркутинский Олимп. Замыкает тройку призеров команда Беркут из Ухты. С 2015 года в нашей стране отмечается Всероссийский день ходьбы. Спортивный праздник уже успел завоевать популярность среди сторонников здорового образа жизни, в том числе и в Сосногорском районе. На этой неделе в семейном парке Югодлун прошел мастер-класс по скандинавской ходьбе для пожилых горожан. Андрей Калиничев продолжит. Муниципальный проект «Активное долголетие», реализуемый в Сосногорском районе, старается сделать жизнь людей старшего поколения ярче и комфортнее. Физические нагрузки нужны в любом возрасте. Вот только чем старше становится человек, тем легче они должны быть. Скандинавская ходьба – это возможность заниматься физкультурой для всех возрастов. Она полезна для людей любого возраста. Она улучшает кровообращение, поднимает иммунитет, улучшает пищеварение. Там очень много плюсов. В конце концов, оно прекрасное настроение дает, море позитива и бодрости на весь день. Николаю Трефилову уже за 80. Скандинавской ходьбой пенсионер занимается с прошлого года. Говорит, что ему нравятся такие физические нагрузки. Более того, даже результат есть. Здоровье прибавляется в самом деле. Я ходил с тростью, а теперь уже забыл. То в магазине стал забывать ее, а потом оставлять стал дома и очень хорошо без трости. А сегодня это скандинавская ходьба, так я с палочкой. А так я забыл уже. Галине Масуновой скандинавскую ходьбу порекомендовали дети. И даже спортинвентарь ей купили. Вот уже 2 года Галина Ивановна ежедневно в любую погоду занимается ходьбой. За день занятий проходит в общей сложности от 7 до 10 километров. От ходьбы, конечно, есть польза. Если бы не ходьба, может быть, я бы уже лежала, потому что ноги у меня проблемные. Вот. Но ногам, конечно, не лучше, но хотя бы они двигаются. Вот. А так, в
целом мне нравится ходьба. Я с удовольствием хожу. В Сосногорске скандинавская ходьба уже стала популярной. Занятия на постоянной основе проводятся специалистом Сосногорской ЦРБ. Записаться можно в кабинете номер 20 медицинского учреждения. Андрей Калиничев, Наталья Максимова, Елена Дворжик, Евгений Юрин. Вести Тимана, Сосногорск. В завершении выпуска о погоде. На неделе погодные условия в нашем регионе определяет очередной циклон. Под его влиянием ожидается облачная погода и небольшие умеренные осадки, преимущественно в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха в ночные часы устойчиво прогнозируется в пределах 0–3 градусов. А вот дневная температура в течение недели будет понижаться. В четверг и пятницу ожидается до 4–5 градусов тепла. Это все, что мы успели рассказать вам сегодня. Новая информация уже в следующих выпусках нашей программы. А я на этом с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания.